Ребята, всем привет! Выскочил в лес с утреца. Ну как с утреца, ребята? Время уже 9 час. Люди уже, вон, смотрю, с полными пакетами ходят. Хотя не понимаю. Раньше тоже пацанами там пакетами ходили. Блин, лучше ведро, ребятки, взять, чтобы грибочки транспортировки. Да и пока гуляешь, все равно мнутся. В общем, желательно, конечно, это ведерко или корзинка. Что-нибудь такое. Пакет, это так. Но не суть, ребят. В общем, приехал в деревню. Сегодня выход по рыбалочке. Погода у нас идеальная, прям замечательная. 26 сегодня прям. И уже чувствуется 9 утра, а вот уже тепло, прям жарко даже, я бы сказал. Относительно, да, 20 градусов, жарковато уже. Дело уже к сентябрю. Охота уже этой прохлады. Она уже была, эта прохлада. Шапки уже одевали. И тут опять тепло. В общем. Ну и так думаю, что, сборы сборами, все равно думаю, ладно, съезжу в барочек, погуляю, посмотрю, как обстановка. В общем, есть заказ у меня на белые грибы. Заодно, как бы, думаю, мало ли, если подсоберу, то на заправочку, на мотор, на мотоцикл. Как говорится, топливо нужно. И есть как раз, попросили мне там грибочков. Думаю, ну, приятно с полезным, так скажем. Вот заход, ребята, сразу два такие стоят, уже не маленькие. Так что сегодня вторник. На выходных здесь было куча народу. Соответственно, особо тут не наберешь, я так понимаю. Потому что все-таки грибам надо немножко давать расти. Прессинг каждый день. Но не суть. В общем, ребят, давайте погуляем немножко, пару часиков. Что получится, то получится. Соберем хорошо, не соберем, ну ничего страшного. Такие дела. Все, поехали. Даже не знаю, ребят, как проложить маршрут. Ну, потому что где люди не проходили, там будут грибы. Соответственно, здесь бор небольшой. И когда много народу, соответственно, таких пятаков мало. Вот и думаю сейчас, ребята, как лучше сделать, чтобы не тратить особо сильно время. И как бы найти нехоженные, так скажем, места. Вот, захожу как раз на окраину, в буреломчик такой. Ну вот стоит, видите, ребят. Потому что здесь уже края. Люди все-таки ломятся в боры. Туда. А я иду краем. И вот здесь такой боровик большой. Кто-то тут резал. Вот. Вот тут что-то такое было когда-то. Ну, видать, маленького пропустили. А что, тепло, хорошо. Гриб растет. Так-то плотный, хороший. Ну, чистый, ребят. Чистенький. Ну, как бы буду брать все, потому что, ну, если для себя собираем, то как бы для чего нужно, понятно. А там люди уже будут разбираться, там что-то может засушат, что-то может пожарят, а что-то может заморозят, там разберутся сами, в общем. Комарики, ребята, блин, а. Ну вот о чем, ребята, я вам и говорил, видите, какая ситуация. Боровики здесь переростки, потому что сюда не заходили. Вот я и решил, ребят, сюда махануть, посмотреть этот край. Этот край посмотреть. Вот в таких черничниках тоже можно попробовать походить.
потому что грибы тут не особо видны. Ну вот так вот. Края, короче, краюшки. Надо обсматривать обязательно. А так, ребят, сегодня планово выезд. И кто смотрел вот ролик, когда поводки поотрывало, пообрезало у меня. Не могу понять, разобраться. Судака, в принципе, мы поймали таким способом. Как бы, ну, блин, а червя он как бы особо-то не должен клевать. Вот, и сегодня хочу так матч-реванш, ребят, замутить. Хочу конкретно на хищника живцами заняться. Поставим продольник, поставим крокодильчики. Потому что там точно не один, мне кажется. Сколько было? 6 обрывов. Соответственно, ну, мне кажется, один бы так не чудил. И пока погода, ребят, такая вот относительно стоит прежняя, надо выезжать. Сегодня хотя и дождь обещают небольшой, но это не проблема. Он небольшой. Так что такие дела, ребят. Обязательно, ребят, посмотрите, что из этого выйдет. Но это так, затравочка, так скажем, на будущее. Все. Прям дальше. В бару, ребята, как там говорят, прошел мамай. Просто. Срезы, спилы. Шибленных море валяется. Поднялся в бор. Вот, пожалуйста, да, видите, что происходит. Пу-бум, пу-бум. В бару тяжело найти грибочек-то. Потому что походили. Ну, вот здесь стоит, ребята, мой красавец. Большой, здоровый. Охренеть. Ну, вот так, видите, ребят. Там срез. Вот тут срез. Свежий. Причем, ну, грубо говоря, если бы сейчас тут пришел, не срезано, не скошено, ничего, то получается 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот 6, который мы нашли. 6 штучек, как с куста. Можно было снять. Ну, конкуренты не дремлят, и по-другому никак. Соответственно, волка ноги кормят. Нужно крутиться, чтобы хотя бы находить 1-2. Ох, охренеть там. Нагатый, ребята. Смотрите, какой. Нагатый. Нагатый, рогатый. Чистый. Самое что ни на есть, ребят, чистенький. Комары херачат. Жрут. Так максимально чисто обрезаю, ребят. Понятно, дома там потом люди моют, чистят. Ну так, чтобы в корзине было чисто. И, короче, давайте, ребят, побрызгаемся. Ну нафиг. Начал двигаться и потеть немножко. Я не тут как тут. Куртка уже пропитана антикомарином. Многие тоже пишут. Что-то постоянно в одном и том же. Ребята, это что это? Лесные вещи, как бы, зачем мне? Что, куча костюмов есть на флисе, есть летний. Порвался там, поменял, а так что? Понятно, что подстирываю, но я же не на дискотеку хожу, там мне же красоваться нечем. Мне удобно, есть карманы, есть москитка, есть капюшон. Все, и погнали. Что мне тут одеваться? Спрятался, ребята. Вот тут побрали.
Там побрали, а тут не увидели, потому что маленькие еще. Побрали хорошо, ребята. Видно, что срезы такие свежие. То бишь средства за 3-4 дня он все равно начинает желтеть, там подгнивать, допустим. А это вот прям белые, видите, ребят. То бишь ему 2-3 дня максимум. Соответственно, вот как раз ребята и ходили, собирали. Крутиться нужно, блин, максимально мощно. Или заезжать куда-то, ребята, подальше. Прям стоит такой запах гниения гриба. Где-то когда здесь окочурился. Вот такие углы проверяю, ребят. Но все равно. И там тоже хожено все. Вон какой, ребята. Даже не видно его. Шляпку все обладали. Такой маленький, а досталось ему. Слизни, ребята, вот это делают тоже. Вот так вот. Да, ребятки, жарковато. Знаете, так. О, еще вроде стоит. Я бы сказал, даже душновато. Надо выходить пораньше. Заезжать с рассветом, наверное. И вот как раз до 9 выходить уже. Смотрите, ребят, какой, а? Красавчик, да? Я уже перешел дорогу, в другое место иду. И вот по дорожке как раз стоят. Блин, чистые, ребят, относительно. До этого просто невозможно было. Под корень все. А тут вон подтишки все, вон, ребят, чистые. Интересное явление, хоть и тепло. Но вот сейчас были заморозки такие, ночью было 5-4 градуса с туманом. То возможно вот как раз вот этот выход, он не червивый. Но это ненадолго. Сейчас такое тепло стоит, что гриб будет расти, но, наверное, опять будет червивый. Люблю, конечно, ребята, вот в это время. Сейчас самая рыбалка начинается. Более-менее хищник просыпается и налим, что ни на есть моя любимая рыбалка. Можно за грибами съездить, можно за ягодами. Соответственно, охота открыта. Разнопланово сейчас, конечно, в лесу много чего дел, каких есть. И постройки там, кто избы сейчас начинает строить, там самое такое время, прохладненько уже, комара уже не так много. Ну, допустим, летом в жару делать нечего. Что, стоит, что ли, ребята? Что-то мелькнуло там такое страшное. Черничники. Вот это кабанище. Кабанище из кабанов. Прям кабанчик. Да. Чисто, ребята. Вот эту зеленку обычно мы срезаем. Зеленочку эту срезаешь, и в принципе нормально, потому что ее варишь, она как тряпка. Можно сейчас даже в лесу это сделать. Ладно. Нормально, чистый. Ну что, можно собрать
вообще в легкую. Жареха тут как минимум уже, ребята, есть. Какая жареха? 2, 3. Просто нет такого вау, когда, ребята, выходы, когда их море. Там да. А здесь как бы на азарте ходишь, смотришь. Ну и тоже не впустую же. Все равно находишь. Вон такие вот валяются переростки. Здесь, видите, такие как пятаки черничника. Ну, в нем тут далека его не увидишь, только наткнешься. Соответственно, переростки здесь и растут, потому что люди здесь, ну, редко кто находит тогда, допустим. Только наткнешься. Если на бару их сдалека видно, то здесь они пока вылезут из этого мха, пока шляпка из черничника появится, он уже такой хорошенький. Ну и 2-3 дня, там 4, все, он такая шлепень потом. Подхожу сейчас к интересному углу. Всегда его прохожу, всегда его смотрю, потому что он всегда давал. Сейчас посмотрим. Планирую хотя бы взять там 3 штуки. Не знаю. Спалил, ребята, я его сдалека. Прям сдалека спалил. Там срезы смотрю. Смотрите, какой, ребятки. Ху-ху-ху-ху-ху. Дядя Боровичок. Здорово. Дядя Боровичок. Так, тоже сразу посматриваю. Потому что, ну, нагнуть уже не тот ориентир. Потому что рядом, возможно, стоят тоже. Грибница идет. И рядом тоже частенько попадается. И вот останавливаюсь сразу. Взгляд. Бац-бац. Многие тоже говорят: Андрюх, что отворачиваешься от камеры? Ребята, я тут высматриваю. Я тут не, как говорится, не лицом торгую, а смотрю. И вот, кстати, не знаю, может кто-то вспомнит, когда-то это я вешал, ребята. Это я вешал, говорил белочки, но я им сказал, что они, ребята, не сохнут. Они не успевают, они гниют. Шляпка, видите, упала. Нога вот такая. Это я вешал когда-то здесь. Я его выкручивал. И мне пишут, что на этом месте расти не будут. Ну как, вот, ребята. Вот, где-то я здесь нашел же. Хорошенький. Хорошенький, ребят. Тут похоже на... Понятно, дома что-то все равно будет смотреться, резаться. Но относительно красота, ребята, вот это пропадает. Если сейчас все давайте там буду нарезать, вот эту зеленку убирать, знаете, там такое, ну там даже на фото не катит. Дома переберется, кто-то что-то вырежется, что-то где-то возьмется. Так что здесь так. Как бы эстетика должна быть, красота грибов, не нарушаться. Так, друзья, ну вот, подхожу я к этому углу, как срезы. Давайте попробуем в онлайне найти, не выключая камеру, так скажем. Посмотрим, даст местечко, не даст красавчиков мне. Именно вот в этом углу. Надо хорошенько пройтись, не спеша посмотреть. А, ветерочек небольшой, хорошо сразу. Вот, есть, ребята. Один есть. Первый. Сколько я сказал? 3 штуки надо найти. 3-4. Ой, бляха-муха. Ребята. А, тут 2, ребята, уже, смотрите. Видите, рядышком второй. А, 3 даже. Ну, давайте будем считать, что это не считается. Вот эти 2. Сюда пока их. Вот этот дядька. Ой, красавчик. Матерый такой. Так.
В общем, один у нас есть. Прям дальше. Но я его увидел сдалека, потому что тут и брусничник, хотя, но грибы просматриваются. Так. Крутимся. Крутимся дальше. Крутимся дальше. Вертимся дальше. Уголочек, уголочек, дай-ка нам грибочек. Крутимся дальше, вертимся дальше. Пока не попадаются. Вот именно вот эти елочки, ребятки. Вот эти маленькие елочки вот здесь. Здесь вот этот именно уголочек, который я прохожу всегда. Если даже по этому бору не хожу, но вот этот угол надо заскочить так, хотя бы пробежаться. Ага, есть, да? Есть, ребята. Угу. Второй. Ну, считать будем так, да? В онлайне второй. Второй. Прям дальше. 3 штуки должны взять. В этом уголок-то небольшой. О, всего лишь такое место. Ну, давай третий. Вот здесь тоже частенько. Вот срезы, вот вижу, есть. Вы там подсказываете, ребята, я что же тут? Вот 2 глаза не успеваю. Тропинка тут проход. Тропинка тоже здесь всегда на ней растут. Срез вон. Так, есть, все, ребят. Сколько минут нам понадобилось? Есть контакт, ребята. Сейчас по камере посмотрим. Ну и вы, в принципе, видите, сколько есть. 3, 4, 5 штучек. А по времени, ребята, мы идем 4 минуты. 4 минутки. Ну, как-то так. Класс. Чистый. Чистый. Похоже на нормально. Чистый. Ну пойдет. Так хотя бы. Грибы такие под второй сорт, конечно, все. Зеленка вот эта. Ну, может не на сдачу, мы покушать. Тоже сдалека, ребята, увидел. Просматриваю. Сдалека я его спалил с того угла еще. И потихоньку к нему иду. Угу. Стоит, ребята, ждет. Ждет меня. Андрюха говорит, добро пожаловать. Я говорю, ну конечно, салам алейкум, все дела. Такие крупноватые, конечно, но что, пойдет. Чистый, блин. Кайфовый. Грибы такие, видите, ребят, не мелкие. И корзина его набивается махом. Соответственно,
Разница тоже. Ведро или корзина вот таких. Сколько их надо, да? И корзина вот таких, допустим, уже. Ну, это не слишком здоровые, конечно. Самые нормальные, ходовые. Ну так, относительно. Тоже черничник, ребят, пробиваю его. Тут надо в упоре смотреть. Потому что здесь ты издалека не увидишь. Только-только в упор, если набредешь. Вот видите, бродяга сгнил. Его никто не нашел, он сгнил. Вот, смотрите, какой каравай, ребята. Ё-моё. Тоже уже все хана ему. Потому что здесь люди, возможно, и ходят, но не видят. Надо наткаться на него в упор. Так что вот. Такие места тоже бывает. Хожу, смотрю, проверяю, потому что вот он в упоре может где-то стоять здесь, ты его хрен спалишь. Такие дела. Вон, ребята, видите, кто-то резал. Ну, уже давненько, видите. Я говорю, вот есть чистые срезы, это день-два ему. Здесь уже коричневый, здесь уже может там 4-5 дней. Ну, вот рядышком тоже вымахал такой дядька. А посмотрим. Чистый будет, возьмем. Далеко, ребят, вот резал, голову поднял, блин, смотрите, стоит опять. Вообще тут люди не ходили, что ли? Такие уже. Вот, это мягкие, ребят, даже трогать не буду. Вообще не ходили тут, что ли? А я вот хожу. И почем бывает не зря. Ну, бары просто вот эти места я хорошо знаю уже. И примерно понимание-то есть. Как бы у каждого, наверное, да, грибника в своем районе, в своем регионе есть свои такие точечки заветные. И он понимает, где и как лучше пройти, где возможно найти. Это понятно, это, ну, это приветствуется, проводник считается, что. Также и по рыбалке. Каждый регион точки свои знает. Здесь понятное дело, да. Я и говорю, запустить сюда даже матерого какого-нибудь грибника или какого-нибудь матерого рыбака, чтобы он показал мастер-класс. Ну, такое себе, ребят. Это только в таких сказочных глухих местах, где на все попало клюет. Что не брось. На все попало растет. Куда не зайди. Вот в те бары, где я был, к ребятам ездил. Ну, там ходи багажниками. Собирай, потому что там не соберешь. Как ни крути, не обойдешь ты ни за неделю, ни за месяц эти бары. Ну, приехал, крутанулся. Там, где не хожено, накосил. А здесь уже надо, да, потихоньку вот так пятаки крутить. Ну ничего. У нас приемки нету почему-то, хотя сезон вроде как нормальный. Что-то приемки у нас нету. Бывало, как-то приемки стояли. Но что-то нифига. Не считают здесь нужным приезжать. Рыбаки, ребята, рыбаки-грибники ходят. Пачка карабинчиков, вертлюгов маленьких. Кто-то ее выронил. Местные пишите, будете смотреть. Отдам. А так трофей в карманчик. Кто-то обронил. Грибники, рыбаки. Стоит, ребята. Опа. Ой, какой-то мягкий вообще. Мягкий, ребят. Что-то досталось ему как-то.
непонятно. Трасса гудит. Слышно хорошо трассу здесь. В этом местечке. Трасса гудит. Так, ну что. В принципе, я обошел. Можно крутиться еще, ребят. Здесь. Ну, сегодня прям у меня неплановая такая заезд. Жарко, ребят, ходить. О, есть красавчик. Это наше любимое местечко. Многие, наверное, уже узнают. Кто смотрел грибалочки все. Крутиться тут надо. Вот здесь кто-то находил. Вот там наверху частенько попадается. Место такое. Всегда грибы растут здесь. Боровики. На этой лужайке. Полянке вот этой. Так, быстренько прокручусь. Перекурим сейчас и, наверное, дорогой пройдем. Потом, наверное, съездим в аппендицит в один. Ну и, в принципе, и все. Получится, не получится корзинку поднабить. Во, и далее, ребят. Резал кто-то. Свежачок выскочил. Ох, место кормилица. Место вообще кормилица. Ну все. Ну, 2 штучки здесь снял. Как ни крути. Как ни крути, ребята, 2 штучки. Фух. Да, хорошо квасок взял. Сейчас кваску попьем, ребятки. О, хорошенький вообще. Зачет уж. Чистый. Только-только начали, походу, черви жрать, ребята. Вот корень. Завтра, послезавтра здесь хана будет уже. Потому что вот, видите, корень начинает уже есть саму точку. Думаю, пройдусь так. Дорога уже поднимается. Смотрю, срез. Вот еще, ребята, смотрите, стоит. Ой, красавец какой-то, конечно, уродливый чуть-чуть. Ну, как есть. Сковородки, ребята. Потом уже непонятно. Так, ну все. Дорога наша. Наша дорога. Сейчас краем пройдем к мотоциклу и попрем. А вот, ребят, смотрите. Дорогу эту я зачищал недавно. Кто смотрел ролик, я собирал мусор. И вот это место здесь я останавливался даже. Ходил. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, свежая бутылка, ребята. От воды. Ну, что тут говорить. Одни убирают, другие мусорят. Свежая бутылка из-под воды. Ну, опять же, на дороге. Я что и говорю. Фу. Душно, ребята. Понимаете, не жарко, а душно. 26 сегодня, офигеть. Сегодня у нас, ребята, 27 уже августа. Все, лето заканчивается. Пролетело. Чу. Сколько планов было, нифига. Давайте, ваше здоровье, ребята. Блин, пить охота. О! Блин, хорошо взял. Стоит коридорчики, холодненький.
Думаю, так, термос не буду заварить, тепло. А вот попить вот нужно. Так, ну что, сейчас краем дорогой съездим в аппетицит. Во, ребят, смотрите. Красота. Корзинка почти. 20 литров. Ништяк. Шутя вообще, шутя. Хотя, говорю, все хожено. Ну так, там. Наберем, мне кажется, доберем корзинку как раз на продажу. 1000 рублей. Грубо говоря, 20 литров бензина. На пару рыбалок по налиму заработаем. Издалека, ребят, тоже увидел. Вот тут я сидел на бревнышке, квасочек пил. Вот черничненький, ребят, смотрите, стоит. Стоит бродяга, ждет. Бродяга бродяжной. Он такой мягкий, конечно, мягковатый уже. Опа. Такой уже. Недалеко, ребята. Смотрите. 2 штуки. Вот это вообще, конечно, кабанидзе, блин. Но это тоже такой не маленький. Белячки. Болевички. Да, сегодня по второму сорту, ребята, работаем. Капитально прям. Блин, это прям красавец такой. Яркий. Тоже мягкий, блин. Наверное, мимо. Ну, чистый, но шляпка, ребят, слишком уже громадная. Но видишь, вот это зеленый вот этот ворст, мох. Уже перебор. Вот гора, ребята, под горой. Частенько тоже прохожу. Срезов вообще море. Вообще море срезов. Ну и смотрите, ребят, какой стоит бродяга. Вообще огонь. Вот это, ребята, вообще кабан. 500 грамм нафиг. Грибочек. Охренеть нафиг. Покоцанный. Нормально. Здоровющий, конечно, да. Здоровый, ребят, но первый сорт. Первый сорт. О, блин, недалеко. Только развернулся. Еще один, ребят. Небольшой. Как раз наш. Вот такой. Ладно, пока потом порежем. Потом порежем. Офигеть, там на пне, ребята. Мутант стоит. Рядом, конечно, малыш. Сейчас увидел только. Но сначала увидел вот этого. Тут даже 2, ребята. Смотрите, а? Какой 2? 3. 3, ребята. И далее картинка, да, какая? Охренеть. Прям на корню, ребят, смотрите, а? Растут. Похрену им где расти. Когда они прут, тогда они прут. 3 штучки. Тут дядька уже что-то дорастая уже. Тут, оказывается, ребята, еще один. Смотрите, еще один. Семья прям целая. Я даже что-то этого сразу не увидел. Бомба. Бомбочка.
Ну, этот уже, ну, он хотя твердый, ребят, но куда такого кабана. Ножки, блин, червивые. Здесь почему-то. В этом бару. Спустился, ребята. Переростков там вообще тьма. Переростков просто тьма там. Офигеть. Странно, что там люди не ходят, что ли. Всегда там голоса какие-то. Так, ну что, до мотоцикла и, наверное, съездим в аппендицит. Чисто как-то так. По дороге уже иду. Народу так что-то не особо. Там мужичка видел. Там собака, видать, может охотиться где-то. И велосипед стоял. Ну, это возможно у того мужичка. Так, где-то у меня здесь байк мой. Так, ребят, ну что, попылили? По дороге сейчас 2 штуки нашел. Так, друзья, ну что, новая локация. Корзину оставил. Тяжелая уже. Так, чисто. Пакет есть, если что у меня. Крутану здесь. Недалеко. О, крутиться даже не надо, ребят. Только заехал, блин. Какой кабан стоит, ребят. И малыш. Вот так вот. Сейчас в это время, ребята, должен был приехать ко мне братулец Пашка. Помните, когда в Тверь гонял, вот мы с ним собирались, и он хотел приехать ко мне в гости и походить, боровиков пособирать. Вот, но, к сожалению, у него не получилось. Потом мы решили, что я к нему поеду. Купил билеты уже, хотели карпа половить, покайфовать, знаете, такую, показать рыбалочку такую. На канале у меня такой рыбалки нету. И там уже перед выездом, короче, тоже проблемки. И все. В общем, сдал билеты. Не знаю. Может, позже Пашка приедет. Ну, велосипеды стоят. Короче, здесь народ тоже. Так что, к сожалению, как-то так. Ну ничего, грибов я затарил. Даже Пашка приедет, уже будут готовые грибочки. Может, приедет в конце сентября. Может, уже на первый лед. Ну, приедет точно, наверное. Желание хорошее, вон, бешеное. Ух, ни хрена себе. Какой, ребята, мощный.
Мощный, сочный. К сожалению, ребята, велосипедисты тут, гривнички. Думал прокрутиться здесь, а они вот тут гуляют. Опоздал я, короче. Ну ладно. Так, ребят, ну чё, в общем, там 2 человека гуляют, в общем, ну, чё уже туда не полезу. Да и в принципе нормально. Почти, чуть-чуть, 5 грибочков не хватает, ребят, для корзинки. По дороге сейчас, может, поеду, найдем что-нибудь. А так, 10:32, доберусь до дому, 11. Пока в магазин, пока сборы. Снасти надо приготовить, прикормочку там, заправиться. И будем пробовать брать клыкастого, ребята. Посмотрим, что получится. Так что все, ребят, давайте. Всем удачки. Увидимся на рыбалке. Пока. Опа. Ну ладно, спасибо. Лесочек и на этом. За пару часиков прелестной прогулочки. Теплого еще воздуха. Летнего, так скажем. И шикарных грибов. Будем выползать по тихой грусти.